Член республиканской общественной организации Аидгалара, депутат Народного собрания Канкварча Эшсоу Какалия уверены, что уголовное дело, которое заведено на них в Российской Федерации, имеет политический подтекст. Ведет следствие по факту вооруженного разбоя, совершенного в отношении 3 граждан России на территории Абхазии. Следственное управление УВД по городу Сочи. По той информации, которая у нас есть, дело возбуждено в отношении 15 человек, граждан нашей страны. Никакого отношения к юриспруденции данный факт не имеет. Это чистой воды политическое дело. Идет борьба с политическими оппонентами, то бишь с нами. Таким образом, нас пытаются напугать, нас пытаются остановить и, скажем так, извините за грубость, заткнуть нам рот. Депутат парламента Канкварча рассказал об обстоятельствах событий 5 ноября, которые послужили основанием для уголовного преследования абхазских оппозиционеров. Нам меняют, что там мы какую-то сумму, не мы, наверняка, не знаю, за кого они говорят, там пистолеты, там вооруженные, какой-то там грабеж, что-то еще. Слушайте, на танках мы приехали, я не знаю, на чем мы туда приехали. Мы, люди, которые занимаемся государственными вопросами, мы сами вызвали СКБ, чтобы этих людей, как по нашему мнению, были опасны и действия их неправомочны были в пределах Абхазии, и вручили этих людей нашим силовикам. Удивительно, никакой реакции их в тот же вечер отпустили, отправили за границу. По словам Кварча, передавая российских политтехнологов абхазским правоохранительным органам, они надеялись на то, что СГБ и МВД начнут проводить следственные мероприятия в отношении иностранных граждан. Мы, как граждане, как депутат парламента, приехали на место Сысоя Ивановича пресечь незаконные действия иностранных граждан, влазящие в наши внутренние дела, государства нашего, выборные процессы. Мы думали, что представители власти и руководство страны, силовые структуры как раз-таки обратят на это внимание. Оказалось, что они обращают внимание только на то, что мы обратили на те вещи, которых закрывали они глаза. Вот такой, знаете, парадокс произошел. По словам Какали, оснований для того, чтобы провести хотя бы проверку деятельности политтехнологов, было достаточно. О том, что подобные процессы проходят в Абхазии, мы говорили неоднократно. Мы об этом говорили в эфире Абхазского государственного телевидения, предупреждали власть, обращались лично к президенту, к правоохранителям, однако с их стороны никакой реакции не последовало. Впоследствии нам стало известно о том, что эти люди по предварительному сговору, действуя по предварительному сговору, вовлекли в свою незаконную деятельность несовершеннолетних, заинтересовав их финансово. Эти несовершеннолетние лица были направлены в новый район и вообще по городу Сухом, где они срывали агитационные материалы неудобных политтехнологам кандидатов. Эта деятельность была пресечена, после чего их передали службе госбезопасности. Что делает сегодня милиция или прокуратура, нам сказать сложно. Мы дали показания работникам прокуратуры города Сухум о том, что произошло, как произошло, какие события имели место, мы подробную информацию дали, в показаниями дали. По той информации, которую нам давала служба госбезопасности там на месте, их выдворили из страны, и из-за этих 3 лиц в России возбудили уголовные дела на нас. В итоге, как рассказали члены Аидгалара, у них нет никакой информации от правоохранительных органов, ведутся ли какие-то следственные мероприятия по обстоятельствам событий 5 ноября. Нет у силовых структур Абхазии оснований и для уголовного преследования оппозиции, утверждает Эшсоу Какалия. Не имея никаких оснований привлекать своих граждан внутри страны, они воспользовались кривым механизмом. Понимаете, как сливать информацию соседнему государству, там применяют санкции, а наши потом разводят руками. А что мы можем сделать? По словам Какалия, он рассчитывает на защиту государства в сложившейся ситуации. Это ему гарантирует Конституция Абхазии. Но он сомневается в том, что главный закон страны не будет нарушен. В Республике Абхазия, должен сообщить, 26 ноября 1994 года была принята Конституция Республики Абхазия. Главный закон страны, кстати говоря, завтра мы будем праздновать День Конституции. И эта Конституция наша, абхазская,
Конституция суверенного независимого государства запрещает выдачу граждан третьим странам. Понимаете? Там четко и ясно эта норма прописана. Никакое соглашение, никакой другой закон не могут противоречить действиям Конституции. По логике происходящего нас закон защищает. Более того, этот самый закон обязывает наше правосудие дать правовую оценку действиям 3 политтехнологов, которые занимались вмешательством во внутренние процессы Республики Абхазия. Закон обязывает их к этому, но они этого не делают. Поэтому, насколько я защищен законом сегодня, сказать очень сложно. Вот. Это очень сложный вопрос, понимаете. У меня большие сомнения в этом смысле. Но свои права я защитить смогу, на территории Абхазии точно смогу защитить. Отстаивать свои права на территории России, по словам Какалия, члены Айдгалара не будут. По логике вещей я сейчас должен нанять адвоката, заплатить ему деньги и начать заниматься отстаиванием своих прав дистанционно. Я этого делать не буду. Если действия направлены на то, чтобы я становился как политический деятель, я только усилю свою политическую деятельность. Таким образом буду добиваться справедливости на территории своей страны. И еще один момент. Наши сверстники с Каном Валерьевичем уже более 30 лет преданы земле. Они погибли, отстаивая интересы нашей страны. Ничего страшного в том, что сегодня мы будем ограничены нахождением в рамках Республики Абхазии, нашей любимой родины. Ничего страшного в этом я не вижу. И если это та цена, которую мы должны заплатить за свою позицию, мы к ней готовы. По мнению Какалия, уголовное преследование представителей абхазской оппозиции со стороны правоохранительных органов России указывает на наличие проблемы в межгосударственных отношениях. Вот этот сам факт возбуждения уголовного дела на территории Российской Федерации – это яркая демонстрация отношения российской власти к нашей власти. Это неуважение называется. Это неуважительное отношение к Бадре Гумба и ко всей его команде. Как говорит Кан Кварчи, оппозиционная деятельность не должна преследоваться, так как именно политическое противостояние различных сил рождает здоровые решения, полезные для общества. Мы должны бороться всегда. Даже когда все хорошо, надо бороться, потому что в борьбе рождаются лидеры правильные, которые готовы нести ответственность перед своим народом, перед памятью павших, перед нашей историей. Если не бороться, просто дать себе возможность уйти по течению, то это течение, куда нас вынесет, никто не знает. На какой нас берег выкинет, тоже никто не знает. Оппозиционеры подчеркнули, что не оставят политическую деятельность и, наоборот, будут ее усиливать. Марианна Котова, Турник Амич, Байнала Гухава, Абаза ТВ.